какое-то сейчас по счету сбился уже. Это еще биться добиться. Донесу там еще до хрена, блин. Это ничего. Половина, чуть больше половины прошли. Бедный снегоход. Ну, на пониженных идет. На перевалах-то снегу больше. И снизу как пустота, блин. Хреново идет. Но лучше, чем в прошлом году. В прошлом году тут вообще хана была. Если по осени заехал, не заезжал, самое до Нового года, я бы тут хрен проехал. В прошлом году-то. А нынче-то, видишь, снегу поменьше, чем в прошлом году. Но все равно тяжко. Не, ну как-то не помянуть-то этих начальников-то. В ноябре должны были отпустить. Этот перевал уже пробитый был. Это, блядь, стратегическая дорога. Чтобы это ЗМУ-то все делать. В ноябре задержали. И, как говорится, пушистый северный зверек нам. Сейчас этой поездка. А ничего. Штиль. Маленького штиля взял. Он хорошие деревья валит-то. Главное наточить. Я-то 361 предпочитаю. Это-то слабовато. Но все равно так пилиться пойдет. Главное ящик вылазит. А еще вот эти места, вот инструмент. Вот этот вот инструмент до хрена спас. Это этот мачете типа Трамантина. Маден брать. Я тут хотел тут железку, короче, приварить. Ну, что весу добавить. Думаю, играть будет. А ни хрена понимают ребята, что делают. Вообще, вот сколько я сегодня рубил-то. Где-то с руку толщиной-то листевяшки рубил. Я думал, поведет, а ни хрена. На старую эту насадил рукоятку топора. А тут у меня гвоздями заклепки. 3 заклепки. Вот эту веревку нейлоновую на клей посадил. Держит. Вообще не шевельнулась. Хорош, оказывается, инструмент у меня появился. И потом посмотря, точно для веса сюда прибавить. Да и не надо, по-моему. Вообще не гнется. Сколько там не рубил. Вообще не гнется. Хорошие вещи себе сделал. Секиру. Потые. Блин. Надеюсь, уши у вас чешутся, гад. Ни бензина, ни хрена. Так, в обратку еще надо будет сколько-то рубиться, да? В эту сторону легший это. Опасно. Техника безопасности. А тут пробью. День еще ранний. Солнышко светит. А вечером наше солнышко выскочит. Луна народилась. Хорошо так народилась. Светит хорошо. Уже не темно. Дальше пробиваемся. Ну вот здесь, вот на такую вот сунешься, без стекла можно остаться. Это сейчас рубить надо. Только рубить. Тут-то в прошлом году 2 рубила. Видишь? А тут видно проскочил, не рубился. Работаем.
Пробил перевал. Кое-кого помянул, конечно, недобрым словом, но пробился. Сейчас в обратку там еще рубить сколько-то, но там уже быстро. Буду. Пробил. Ну, холодно, да поддувает хорошо. Вот. Куда это сыплется, весь снегоход засыпало. Надо еще и всасывает внутрь туда. И на морозе вот это вот. И после этого, короче, когда морозы стукнут, то там в карбюраторе лед, система питания, как говорится, замыкания всякие могут случиться на морозе-то. Потом ищи там причину. Надо будет сегодня гаражи обтаять, гаража загнать. Мне это перед отъездом затопить гараж. Сейчас подъеду в теплые, загоню, да еще буду всю ночь топить. Натопью сколько-то это. Только так. Вот из-за этого, короче, люди мучаются с буранами-то. Вот так вот морозы-то пробьют. И видишь, выбирать не из чего. Сказали, сынок, это в отпуск едет. По рации передали. Мне до связи добраться надо, созвониться. Когда, какого числа будет. Может, вдруг приедет, то уедет. У них-то выдают по 2 недели. Отпуск-то. Успеть встретиться хотя бы. Так вот. Ладно, дальше едем. Вот так вот. Эти-то встречные стояли. Листляшка. Толку-то стекло менять, да? Все равно найдем, где разбить. Так вот. Блин, ненавижу дилетантов. Не пускают вовремя подготовиться, блин. Потом выйти да положь. Блин, что-то фиксировать перестал, да? Не, ну, где-то здесь она, видишь? Вот этот вот. Что-то с ним случилось. Фиксировать перестал. Тут задняя находится. Это уже третий день так лишь. Боюсь, блядь, из-за редуктор-то. Масло-то нормальное было в тот раз, я проверял. Нормальное масло было. Вот. Через эту проверял. Чистое. Масло-то чистое. Водички попить. Бутылку себе эту отдел-то туда закидываю. Она там греется. Теплая бывает. Дай пожевать. А мам послал сегодня тренинг. Вроде можно выбрать. Шоколадка одна. Так, туда 50 почистил. А сюда 50 почистил. В прошлом году тут тоже чистил. К ним добавил опять. Тут-то уже лучше будет ехать, да? Там мне зубы почистить тоже. На спуске. Отъехал где-то метров 50-то почистил, да больше сотни, наверное. Там дальше тоже столько же, наверное, если не больше. Да? Если даст проехать, проеду, уеду, наверное. Дома делов много. Батарейка садится. Пожевать. Да поеду. Уже 3-й час, наверное. 4-й даже. Вот ты, ну ты. Сюда течись. Сюда-то я с утра шмяками долетел. Ну так. Поэтому шел, как его,
Попухляк ушел. Ничего, доехал. Сейчас-то с песняками поеду. Пробил такие. Перевал. Хранитель перевала, да? Никто уже давно не бьет этот перевал. Я только один бью. Да. Заскучал я по тебе. Скучаю по тебе, Николай Иванович. Николай Иванович дед такой был. Харитонов. Ну тут километров 3, наверное, 4 приезжал. В поселке Лужев, потом Благовещенск приехал. Но все равно только по осени приедет. 2 месяца поживет в избушке и уедет. Ну сколько он-то заболел, совсем мало. Просто пожить приезжал. Где-то с удочкой там, когда осенью рыба плавит. Ну и жил тут. Как не заскочу где-нибудь, где-то порадуется, чем-нибудь угостить. Как я заскучал по тебе. К нему тут кто-нибудь заедет. Давно когда тут бывало, когда дети ездят. А сейчас уже все. Ни Степаныча, ни Николая Ивановича. Не брошу. Пока на ногах держусь, не брошу. Буду пить. Тут сейчас. Весной-то время будет. Как это? Потом это уже навечно. Кое-как пробился, ничего. Светло еще. Тут просто надо внизу успевать это. Что-то я следы подозрительные видел. Как будто земля гоняли, заметенные, ну так, заметенные, подметенные следы были. Там покрутиться можно, вниз по речке, по маре крутануться. Может задавить, вдруг найдется. Тогда завтра ходом с капканами приехал бы. Да. Поискать, покрутиться. Вдруг. Успеваю, время есть. Часика 1,5-2 есть. До темноты. Да, пробил я тебя. Хранитель перевала. Встал. Уже несколько лет, а как дед помер. Все уже. Этот сам только и бьем. Ну, да, дед тогда сюда, видать, ходил, чистил. Что-то отсюда донизу вообще чисто. Тут доверху, видать, старенький же. Дойти не мог. Да и не надо ему это было. У него-то бурана не было. А, был буран. Буранись из него такое. Так. Надо будет поработать с этим перевалом. Каждый раз так будет, как на маленькие кусочки не разорвало этими подростом лесным. Да. Степаныч, Николай Иванович. Нет вас уже. Это заскучал я по вам. Они пока ездили, это хорошо же было. Выскочил на их буранку. Да, попер. Глядишь, переночуешь в них. А тут еще до дома. А ну доеду, что мне. Бензин есть. Ну, довольно прилично проехался послед. Вот считай, вот с тех елок, да? Меня поймали. Или в ту сторону они гнали. Не, ну в ту сторону вроде нет. Или в ту все-таки. Да нет.
Вроде это. Если на этом отрезке не поймали, то вряд ли поймали. У них тоже хлеб тяжелый. Заметено-то хорошо. Не определить, в какую сторону погнали. Это маленько по льду проскочит. И догнали. Хлеб-то у них тяжелый. С четырех попыток одного, говорит, давит. А может и со всех 5 не догонит. Так вот. Спешить надо. Солнышко мое, солнышко. Садится. Вот почти равные по давности следы. То ли этого зебряни посюда. Да нет, спокойно вроде, да? И скачками спустился, в эту сторону перешли. Значит, получается, они оттуда сюда гнали. Сегодня уже времени не хватит. Следующим рейсом надо будет там так-то марь открытая, по ней пробиться, попробовать, посмотреть. Думал, на лед выгонят. Хрена, может, и упустили. Может, и упустили. Это их не менее 4, а сюда перешли. В эту сторону ушли. Вот делать петельку воткнуть. С этой стороны. Сбираться тяжело будет. Заберемся как-нибудь. Да, вот пенек, вот такая палка. И по краешку там подойдет. Петлю поставим. Вдруг они с той стороны обратку пойдут. Или там, может, задавили. Блин, времени не хватит. Бензин-то хрень. После такого дня нагруженного. Да, посюда подымусь. Посюда подымусь. Дотянусь, наверное, до пенька-то. А там вот, видишь, палка за нее. Заберусь. Так. Вчера по темноте тут проезжал, да? Показалось, что-то их до хрена много, волков-то. А оказалось, что они вот посюда пришли, сюда поднялись, да? И вон туда спустились, на ту сторону ушли. И значит, это получается как треугольник классический. Если они с той стороны сюда заходили, скорее всего, стоит здесь что-нибудь поискать в этой стороне. Да? Кого-то, может, поймали они и навестить приходили свою добычу. Сейчас схожу, посмотрю. Вот посюда поднялись. А видишь, один-то оттуда пошел, что-то они тут крутил, по буранке взад-вперед бегал. Блин, темно было, затоптал дорогу. 4 вроде, если не 5. Ну, по тем выходам сучить. С этой стороны-то не определить. Вон там-то мой след, на ельник туда ходил. Так, ладно, пойдем. Да. Крутой пацан. Петля. Видать, горло перерезал. Надеюсь,
конкретно. Ушел. Это они вчера ночью. Вчера ночью он попался. Невольные следы. Оттуда спускался. А те другие, видать, до сюда не дошли. Вот этот, наверное, попал. Заорал, биться начал. Те свернули. Ну, где-то там перейдут. Потому что я вот как с утра ехал. Там у них переход был. У меня там капкан стоял. Они по другому месту пошли. Но в петель он влетел. Здоровые. Впереди видать, что они гуськами тут. Это метров 5-10. Где-то вот в 10 метрах там что-то видно, что тормознулись и по своим следам обратно ушли. Как шли, видать. Повезло. То с утра я весь расстроенный в чувствах. Туда вверх проехал. Искал там, может, давка какого найду. А не видишь, на переходе поймал. Все, с полем меня. Ладно, вот. Этот выход капкан поставил. Где ты крючок один затоптал? Что-то искал, не нашел. Ну, так. Волтицу зацепил. Гонная волтица. Есть шанс, что этот матерый придет. Вот она злющая. Билась-то конкретно. Еще несколько дней. Трос бы перегрыз. Тросом мало чего осталось. Крючок надо забрать. С тросом был крючок. Потерял, затоптал где-то. Где там. Сейчас еще посмотрим. Лизы в лесу мало. Волтица. Конкретная волтица.